Всем привет! Давно не виделись. Больше 2 недель не были на реке. И вот, наконец-то, мы опять здесь. И сегодня у нас вот такая дружная компания. Санек. Еще один Санек. А если подробнее, так получается, на льду сегодня нас трое. Ген Геныч, Сан Саныч и еще один Сан Саныч. Можно, да, мне загадывать желание, потому что я сейчас между не просто 2 Саньков, а между 2 Сан Санычами стою. Я сегодня загадываю хороший клев. Не говорят вслух, но я даже могу предположить. Изначально клев был вообще, ничего не радовало, ничего. Проехались по старым местам, проверили 1, 2, 3 место. Приехали рано-рано утром, думаю, включусь, когда будет поклевки. Время уже, как мы видим, 20 минут 12-го, поклевок не было. Мы решили пробиться к новым местам, опять пробивать дорогу, потому что где мы пробивали дорогу ранее, там уже все обурено, обловлено, объезжено. В общем, там асфальт. В общем, рванули мы на необловленные участки. Вот там вот завал, я уже ходил. Пока я ходил, в общем... Вот так вот не клюет. 3, 4, 5, 6, 7. И вот 8-й. 2 Санька отличились. Просто с 2 лунок 8 харюзов. Хоп-хоп-хоп. Вот и ответ на весь вопрос. Клюет или не клюет. Получается, что есть, клюет, просто его надо искать. Скорее всего, там, где мы рыбачили раньше, хариус выловлен весь. Ну, там, может быть, уколотые остались или что, не знаю. Но пробовали, там ни одной поклевки не было. Тут просто хоп-хоп-хоп. Сейчас я протоптал дорогу до завала. Перекат полностью открыт. Объехать можно, но там береза. В общем, еду, беру бензопилу. Еду пропиливать, еду топтать. Саньков пока оставляю здесь. В общем, как всегда, кто-то ловит, кто-то топчет, кто-то готовит дорогу. Погнали. Ну что, поехали? А? Свет выключил. Свет. Так. Что, глубина есть? А лед толстый. А тут вот вообще льда нету. Я пешня с 1 раза протыкалась, где выдра гуляла. Вон тут вот. Я там проваливаюсь, тут проваливаюсь. Ну тут до завала, в принципе, по мелкоте вот тут вот я немного, но бывало поклевывало. Сейчас пропилю дорогу. Здесь я уже прошел по лыжам. Ой, на лыжах, вернее. Опять мне никто, я все думал, кто-то пробьет дорогу, ни хрена. Никто не пробил. Тут завал под снегом, льда нет. Чисто толщина снега здесь держит, и все. Мягкий снежок. Ну вот, в принципе и приехали. Вот, как мы видим, вот по этой причине здесь никого не было, потому что река на данном участке просто была открыта, небольшая корочка льда, но здесь проехать невозможно. Вот только мы сейчас сюда заедем, бульки, все. Этот участок никогда не закрывается, объезжаем здесь всегда по берегу, но здесь вот переградил участок. Я не знаю, ну никто даже не пытался, ни на лыжах, никто. Сейчас мы выпилим вот эту березу, 2-ю елку там выпилим. На лыжах это все пройдем. Там дальше еще перекат опасный. Ну а дальше мы, скорее всего, уже сможем пройти. Как-то вот так. Метр за метром приходится пробивать опасные участки. А по готовому-то что не рыбачить? Бурить и кидать — это
Каждый может. А вот дорогу делать, это уже немножко другое. Ладно, пока включаемся, готовим дорогу. Каждый год пропиливаю этот завал, блин. И каждый год вот такая вот петрушка. Ворота открылись. Сейчас пойдем посмотрим, что с теми воротами. Если можно как-то объехать, обедим, нет, так пропилим. Так, вишню пока не беру. Она здесь не нужна. Снег тут есть. Кстати, вот эту свою лыжу я бы ломал именно здесь, на этих завалах. Была корочка наста, на лыжах скатился, лыжи не выдержали веса и поломались. Вот мы видим волчьи следы, свежие, кстати, сегодняшние. А так вот они уже здесь натропили, постоянно курсируют. Вот. Кстати, постоянно распиливаем этот завал, и его стало намного меньше. Раньше он был где-то вот до сюда. Пилим, видать, водой уносит потихоньку. Снег глубокий. Под снегом, возможно, и льда даже нет. Так, пожалуй, мы этот пилить не будем. Не, сучок вот этот распилим. Здесь мы проедем, просто распилим только для того, чтобы на будущее весной унесло это все льдами, чтобы дальше не образовывался затор, завал этот. Так что мы, пожалуй, пильнем и вернемся до сюда, мы доедем, а там видно будет. Остальное переломает льдом. Дальше не пилю, чтобы просто пилу не закусила. Так, что там дальше у нас? Дальше у нас... Ух ты, ух ты. А дальше нам потребуется опять же пешня. Все, пилу можно убирать, а пешню доставать. Потому что дальше идет лед, и может быть опасно. Все, разворачиваемся, идем за пешней. Вот так вот, друзья. Кто-то ловит, а кто-то делает дорогу. Это некоторые пишут: а вот, ты ловить не умеешь каждый, только ходишь туда-сюда. Это тоже часть рыбалки. Проложить дорогу к месту рыбалки. И это ничуть не легче, поверьте. Так, ну что, поехали дальше. Давай, ураганушка. Не подведи.
А здесь уж нужна разведка, чтобы не было беды. Не зря же говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это хорошо, как бы. Я уже немного знаю вот эти места, знаю, где перекаты, где. А так, если не зная броду, можно неплохо врюхаться. Ну что, попробуем. Кстати, вот эти места, где вроде бы вода выступила, это не факт, что здесь совсем все печально. Наоборот, вот эти места могут быть лучше. Лед здесь может быть крепче. На перекатах открывается, потом все это замерзает. И вон, здесь лед как бы крепче, только какой глубину он тоже надо бы желательно проверить. А глубина здесь, о, глубины здесь хватает, но лед двухслойный, так что здесь мы проедем по-любому. По крайней мере, сегодня точно. Здесь мы проедем. И вот тут вот я еще знаю, что за поворотом. Вот здесь, кстати, тоже иногда поклевывало. Вон волчьи следы сегодняшние. 2 волка вон прошло. Вообще сегодня ночью или под утро 2, да, он раз и 2. Хотя они идут след в след, но иногда расходятся. Так что видно, что эта двоечка здесь хозяйствует. Вот здесь мы попробуем. Но здесь тоже поклевало, но здесь не крупный хариус, мелкий. Мне здесь не нравится. Ну и вот, самое опасное впереди. Это вот за поворотом перекат начинается. Не знаю, какой он. Вижу елку, опять пилить надо будет. Вот этот перекат, если проехать, дальше вроде бы там более-менее. Ну как вот его здесь проехать? Волки-то пробежали. А вот здесь он всегда открытый. Остается вот этот короткий перешеечек. Фу. Здесь не глубоко. Я знаю, что здесь не глубоко. Вон открыто, видим, течет вода. Течет вода. Самое главное не провалиться на лыжах. Это будет хуже всего. Этой елки прошлый год не было. Здесь там, где пройдешь на лыжах, там вон где-то здесь, ну по колено, может чуть выше. Перекат он никогда здесь толком не замерзает. Если дойти вот до того поворота, то будет нормалек. Каша, одна каша. Льда нет, одна каша. Вот здесь итог крепче. Наверное, вот здесь вот. Блин, еще это елка. Вообще ни к селу, ни к городу здесь.
и не подъехать. Ну, можно до сюда подъехать, но там остановить буксировщик, здесь распилить и попробовать пробиться дальше. Промоина вижу слева, справа. Но, в принципе, возможно. Все, разворачиваемся опять за буксировщиком, за пилой. Вот так вот, друзья, метр за метром пробиваем новую дорогу. Я знаю, что снизу тоже рыбачили, тоже пробились. И этот перешеечек остался совсем немножко. Километра 2, наверное, 3 максимум. Там уже будет тропа. Там уже, ну там опять же будут лунки. Так что вот здесь вот единственный необловленный участок. Есть надежда, что если мы туда проедем, то что-нибудь да поймаем. Пошли дальше делать дорогу. Пилить, идти, проверять, топтать. 2 Санька ловят, 2 Сан Саныча. Я вот делаю дорогу. Шаг за шагом. Вот первая оттепель, буквально плюсовая температура. И здесь все откроется уже. Так что недолго уже осталось. Но если мы дорогу сделаем, возможно, она еще и подержится. Все открыто. Вот здесь, возле переката, на этом повороте, вполне может стоять хариус. Так что мы здесь обязательно посмотрим. Если что увидим, то и вам покажем. Поехали. Все. А дальше опять на лыжах. Твою мать, а я еще пилу забыл. Не забыл, а оставил. Ладно. Разворачиваемся. Едем за пилой. И везу компанию сюда. Пусть пока здесь порыбачат, пока я дальше делаю дорогу. Так и не клевало? Нет. Тишина? А? Нет. Да потом сложим, пусть подмерзнут. Да, они сегодня замерзнут, сегодня плюсовая. Ну все равно, а пакете они вообще это спрессуются. Ладно, погнали, до переката я вас отвезу, потом дальше пробиваться буду. Уселся. Битый не битого везет. Элементарно вот тут. Вот так вот. Держите сейчас, чтобы не опрокинулись, главное. Да там завал. Готовы?
просто потом могу не подняться. Забрал? Что, пробуем потихоньку. Выгребли. Уже хорошо. Вот здесь обуривайте, тут крупного не было, он такой середнячок поклевывал. Это как загадка, да? Один вперед, 4 назад, да? Так, ну что, оставляю вас рыбу ловить. Не рыбачить, а рыбу ловить. Что пришел, у вас здесь кучки, могучие кучки уже были. Я пошел дальше топтаться. Опа-на! Так, еще одно препятствие. Волки 2 штуки вот сегодня прошли, они рано-рано утром. По следам видно вообще свежак. Вот здесь вот перекат, мелко, но здесь рыба клевала раньше. Вон, пожалуйста, еще дырочка, но это выдра. Возле деревьев вот так вот промывает. Пешком не пройдешь. Все хрустит. Но на лыжах прошли. Значит, и на урагане должны проехать. Главное вот этот перекат. Кстати, вот на этом перекате я на мелкоте тоже ловил. Лед сантиметров 10, вода сантиметров 10 и ловилась. Так. Нормально. Ну что, пока выключаемся. Топчем дорогу, смотрим, что и как. Потом возвращаемся и дуем на урагане. Поймали, пока я ездил, блин. Не знаю, чем они тут занимались. Поехали дальше, короче, блин. Руки меняли. Руки меняли? Понятно. Все с вами. Так, сейчас самое главное не врюхаться в эту наледь. Остальное все будет хорошо готово. Ну, с Богом. Пролетели. Пролетели, не знаю как обратно, но туда пролетели. Провалился, да? А тут я даже на лыжах не ходил. Блин, должна нормально быть.
А тут наоборот лед это толще, чем под снегом. Там тоже лед, но он скрипит. Выдра тут уже покушала. Тут главное не ходите это близко к берегу. Ты что, хочешь ехать дальше? Не, тут все, тут можно это бурить, бурить и бурить. Что туда, что туда. Тут это все, мы дальше никуда не поедем. Это до вечера нам хватит. Ну что, тогда на сухую, да? Не, сейчас мы пробурим, пару удочек поставим. Вот эти все. Помнишь, да, вот тут вот это рвало у тебя? Или не помнишь ни хрена? Так, ну что, доехали, как я думал, до клевого места. Но оно пока ни фига не клевое. Вон, пробурили около 30 лунок. Поклевок нет. Зато вот, что есть, так это очень много воды. Просто вот местами. О, по колено, по колено, по колено, по колено. Вот. Просто вот так вот. Это пипец полный. Хорошо, что я дальше не заехал на урагане. Можно было провалиться на полметра. По колено воды. Верхний слой нифига не держит, а снизу только вода. А под ним каша. Каша не маленькая, но каша. Это не лед. В общем, не знаю, докуда мы дойдем, потому что туда я дальше точно не поеду. По крайней мере сегодня. Завтра, может быть, подмерзнет. Но пока пробуем. Время обеда. Ну, как бы мы решили, пока не поймаем хотя бы одну рыбку, обедать не будем. Но нет так нет. Минут 10-15 порыбачим. И все равно будем обедать. Так, ну-ка. А пока по-быстрому попробую пройтись по лункам. Буквально по 2-3 заброса. В надежде на голодного хариуса. Хариус здесь в прошлые года был. И довольно-таки неплохих размеров. Попадали такие крокодильчики, что леску просто на раз-два рвали. Так. Очень плохо ходить, когда верхняя корка не держит. Это потому, что здесь никто за всю зиму не ездил, не ходил, не бурил. Снежная подушка как выпала осенью, так она и лежала. И лед не замерз, а просто наледь, снег, наледь. И вот так вот намерзал. Если, конечно, сейчас мы походим, да еще если и проедем, завтра, послезавтра вода выступит. Скоро по прогнозу ожидается мороза до минус 25. То, конечно, это все замерзнет, бляха. А? Ураган-самобранка готов. Ураган-самобранка? Да, я это... проверю уже эти пробуренные лунки хотя бы. На голодного хариуса, да потом уже ураган-самобранка готовит, это хорошо. А то, что я проваливаюсь по колено, это не очень. Как в болото. Тишина. Так, раз, два, три. 4 лунки осталось. По-быстрому проверяю и попробую ближе к берегу там. Может, там покрепче лед. Так. Была поклевка. И обидный сход. Клюнула. И пока тащил, провалился прямо здесь. И харюзок ушел. Не харюзок, нормальный вес был. Так что это уже хорошо. Показал себя. Так что сейчас перекусим и будем его ловить. Так, ну, у нас еще 2 луночки есть. Одна, вернее. Надо как-то до нее добраться. Опа. Вот так вот. Добрались. Ну, давай, бахни.
Бахни-бабахни. Давай, 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 давай. Не хочет. Ну ладно. Чё, хорошо у вас тут на сухой полянке-то? Конечно, скатерть самобранка, ураган самобранка. О, нифига себе ураган самобранка. Тут самобранище целое. Приятного аппетита всем. А там попа полная. Попец. Но один показал себя. Уже хорошо. Был не один. Уже хорошо. Смотри. Я там ледобуром померил. Ну, от верхней корки льда до нижнего льда. Выше шнека. Померил по ноге, выше сапог. Вот так вот, на сантиметров 5 надо. Я говорю, если там провалиться, то вот черпануть можно. Тут вот до самого этого поворотика поклевывали. Ладно, что, обед так обед. Мы поклюем, может, и они поклюют. Да. Вот на 30-й лунке, наверное, долгожданная поклевка. Сейчас попробуем поймать, если он еще раз клюнет. Ну, поклевка была. Вот, видали, да? Поклевка есть. И вот я не знаю, попал я на голодного хариуса. Или это просто первый хариус. Вот. О, вот он. Есть контакт. Есть контакт. Вот и вам ответ на вопрос. 100 метров пробуренных лунок. И вот он первый, еле-еле. Янскадан. Взял на нимфу. Вот такой вот красавчик. Опарыша съел. Ну вот. Все-таки мы нашли его. Но нехотя с третьего раза. Сейчас посмотрим, будет ли повторение. Это случайность или закономерность. Пока тихо. Может быть, он не клюет, не знаю. Камеру оставил я в избе. Ну, блин, тут отличное место. Тут по 2-3 хариуса бывало в каждой лунке. Ну, не знаю, может быть, его нет в этом году. Может быть, как-нибудь. Так, ладно. Сейчас насаживаем опарыша на нимфу. И продолжаем. Вот у нас тут еще 4 луночки готовы есть. Кто ищет, тот всегда найдет. Найдем мы своего хариуса. Все равно найдем. Как-то вот так и пробиваемся, шаг за шагом. Пробились километра 2, наверное, от того места, где оставили ураган. Воды просто очень много. Вот дошел до переката. Там видно, что снег пропитался водой и подмерз. Сейчас попробую, если лед нормальный. Попробую. Правда, пешню не взял. Но ничего страшного. Где лед тонкий, там, по идее, не должно быть глубоко. Здесь на яме вон воды много и лед очень толстый. Ну, не лед, а каша. Вон, почти спортивный бур, вот полный шнек. Проваливаешься почти по колено. О, здесь уж получше. Все, дошел до сухого.
Надо найти место для разворота, пролететь на урагане, чтобы завтрашнему дню была дорога. Так, вот здесь, как мы видим, пошли перекаты. Лед, по идее, здесь должен быть тоньше. Сейчас надо почаще бы проверить. Нормально еще. Вот так вот, шаг за шагом, приходится пробивать дорогу. Все, так. Вот дошли. Дошли до твердого места. Сейчас посмотрим, какой толщины здесь лед. Нормальный. И почти до дна. Так, что, ну ладно, попробуем пробиться дальше. Беспечно, правда, опасно, но риск — благородное дело. Ну вот, вроде и дошли. Проложили последнее звено между верховьями и средним течением. Видно, здесь разворачивался снегоход, значит, снизу до сюда народ рыбачил. Это уже хорошо. Не знаю, правда, это было давно, но, по крайней мере, буранка есть, и она как-никак, а немножко по-любому подстыла. И здесь вот, в общем, то, что запланировали, сделали. Дорогу пробили. На завтрашний день есть плацдарм для нашей рыбалки. Вымотался, конечно. Но ничего, даже вот луночек набурил. Сейчас еще с десяток луночек пробурю. До сюда доеду на снегоходе. Пролечу быстро-быстро, если получится. И завтра, если подмерзнет, будет уже у нас готовая тропиночка. Как-то вот так. Сегодня у нас рыбалки, можно сказать, не получилось. Немножко поймали, и то хорошо. День заезда, он всегда тяжелый. Завтра будет веселее, надеюсь. Туда шли, а обратно вообще уже тоже темно. Еле ползем. Дорога вообще рухнула. Что, на лыжах получше? Конечно. На лыжах держит. Санек полегче. Он вперед уже убежал. А я вот со своей сотни килограмм проваливаюсь по колено. Тут где-то еще один хариус должен быть. Один. Если Санька не взял. Если Санька не затоптал. Гоп, гоп. Санька вот провалился полностью, да, лыжа ушла? Вон, льда нету, провалился даже на лыжах. Близко к берегу взял. Не-не-не, возле берега не надо ходить. Надо хотя бы метрах 2 от берега. Вот он, Саш. Хариус. Чуть не оставили бедолагу. Ой. Такого красавца. Ну, я тоже сегодня рыбак. Да, сам понеси. Не, на, держи. Ну таких у нас, наверное, штуки 3 будет. Да, это хорошо. Последний штрих. В общем, топтать дорогу передумали. Попробуем завтра по лыжне промчаться. Потому что уже темно, если врюхаемся, это будет капец.
Главное нам сейчас вот здесь вот проехать по своему следу. Что получилось? Давай, давай, садитесь. Ну, с Богом. Да? Провалились, блядь. Сейчас нет. Тоже провалился. Сейчас там полыня получилась. Бля, как завтра поедем? Охренеть, блядь. А я смотрю, дыра, блин, левее взял, блядь. Офигеть. Вот это да. Еще здесь надо как-то пролететь. Водички наберем. Я еду, смотрю, дыра. Я провалился. Ну я просто думал, ты в наледь провалился. А может в наледь там и провалился, откуда ты знаешь? Может там налить просто сверху? Не-не-не, сейчас же видно, дыра была. Черная. Там просто мелко, да, но все равно букса утонет. Ну так вот где-то глубина. Полметра. Вы проскочили, а я опять жопой своей. Тысяча опять. Не так вот, не передом, а как бы вот жопа моя, ну где? Ты самый тяжелый, короче, да, короче, Саш? вот так вот нахуй. Бабах опять. Водой меня обрызгал в спину. Но вода в него. Да? Да. Блин, опасно так ездить-то, блин. Ну что, Сан Саныч, как оно, ничего? Вообще, очень хорошо. Что ты нам приготовил сегодня? То, что было и днем? 2 тефтельки, макарошки с сальцом пожаренным. Вкусняшка, наверное, да? Да, вообще. И сальцо сырое. Овощи, фрукты мытые? Да. Будем так или салатик сделаем? А у меня есть все, у меня есть масло растительное, лук, все есть. А майонез можно? Нет? Нет, я вообще говорю. Есть этот и огурцы с этим маринованные. Ну, давай, доставай. Так он капуста есть маринованная. Сегодня можно соленья поесть. Что, как освещение? Или добавим, может быть, нет? Да. Мне хватает. Ну, мне тоже хватает.
А для камеры не хватает. Ну-ка, на-ка, держи-ка. Для камеры этого освещения Так. не хватает. Знаете, что вам скажу и что я вам покажу сегодня? Скажи и покажи. Фирма ARMYTEK. Говорят, очень хорошая фирма. И сейчас мы заценим. Заказал я вот этот фонарик. Еще не испытывал. Вот как раз пройдем испытание. Сколько время? Саш, посмотри, сколько время. Без 5-7. Ну пусть будет 7. Вот у него есть такая функция фонарь. То есть убираешь батарейку, включаешь к пауэрбанку и типа освещает. Коробку покажи. Коробку. Вот такая вот коробочка. Канадские фонари. Что мне прикалывает еще вот это, 10 лет гарантии. То есть в течение 10 лет, если что-то случается с фонариком, то есть не по твоей вине, ты не уронил его, ну, не разбил там или еще что-то, он За 10 лет ты его не уронишь, блин. просто, да, нет. Если на нем нет механических повреждений, он сломался, то производитель обязуется поменять просто фонарик. Кипятить можно? Вот. Там Тут что-то написано. упаковки. Даже по-русски. Правда, я сейчас ничего не вижу. Саша, зрение хорошее у тебя? Нет. Да, второй, Саша. На, Ну по-русски. ты, блин. Да, конечно, нет, ты попробуй там прочитай, там, блин, надо этот, как его называется. Так, вон, Все поняли. комплектация. Макарона холодная. Да ладно. Мини-USB, шнур. Давай погреем еще. Вон такой крепеж для фонарика. Ремень. На голову одевать. И вот такая прищепочка еще идет. То есть можно куда-то как, ну, как ручку куда-то раз. К трусам, когда купаться пошел. Что угодно, куда угодно. Фонари эти водонепроницаемые, противоударные. Противопехотная. Да, вот такая вот пилюлечка. 3 положения. Вот раз, не включается. Чтобы включить, надо вот так вот до конца повернуть. Вот это от случайного нажатия, вот что хорошо, вот, да? Вот так вот до конца. Раз, повернул, плотненько до конца. И все. Раз, одно положение. Второе, третье. Раз, два, три. Видишь? Я так думаю, вот такое среднее, наверное, нормально будет, да? Я так думал, что он тебе не пригодится. Почему? Потому что ты хочешь отдать его мне. Вот смотри, такое положение нормально будет? Да, нормально. Вон. Сейчас мы его сюда Будет прием. как-нибудь прицепим. Сколько засекаем время в среднем положении он сейчас проиграет? А что ты хочешь, блин, на сутки его оставить? Нет, посмотрим, насколько хватит. Ну его дофига хватит. Ну, посмотрим. Батареечка тут вот такая вот маленькая. Сейчас покажем, какая батарейка. Не надо, не знаю. А? Не знаю. Не, что тут разбирать? Сейчас покажем уже, какая батарейка. Темнее стало, да, без фонаря-то? Вот. Вот такая вот батареечка. Ё-моё. Бомбочка. Аккумулятор. 900 миллиампер-час. 900. Маловато, Маловато. с одной стороны. Вот посмотрим, сколько. Есть у них еще такие длинные фонари, там они вообще могут сутками, неделями гореть. А сейчас вот я проверю не на максимальном, не на минимальном, а на среднем положении. Я попробую, посмотрим, насколько его хватит. Саш так не сказал, сколько время. Сказал сказал, же, 7 7 часов. Ровно 7 часов. Да. Все, включаем. Раз, два, три, 4. Раз, два. Вот так. На втором. 4, оказывается, положение даже. Вон сюда вот. Это раз. Еще, надо было ремень сначала одеть, наверное, да? Вот что там, он на гвоздь морал. Вот так вот, наверное. Нет, надо как-то его... вон, магнитный, вон, ёшкин кот. Да, конечно, он же на магните там. Тут еще магнит есть. Он к гвоздю прилип, не упадет? Упадет. А? Упадет.
В принципе, хорошо держится. Вот всякие эти. Там у тебя же есть эта прищепка, которая для трусов-то. Ее одень и на гвоздик одень. Блин, глаза светит ярко. Так. Если, мне кажется, непрерывно еще до утра он будет гореть, да? Нет? Ну, посмотрим. Ну, надо совсем непрерывно, да? Тест-драйв, можно так сказать. О, резинки еще вон какие-то. Это уплотнительные, наверное, туда куда-то. Вон, это, получается, снимаем. Это получается так. А, это что есть, да? Угу. Вот так вот. Одеваем. О, как плотнячком. И куда-нибудь сюда, раз, на карман. Во. Блин, Нормально? Нет, пока. Глаза светят. Да. Что это упало? Мое. Все. Теперь четко все. Я теперь понял, почему это все не получалось. Это из-за Сашиных этих чуней. Ну все. Приятного аппетита. Сейчас мы будем кушать. Сейчас Меня покормят. меня покормят, да. Вон такие еще вот эти запасные вот колечки есть какие-то уплотнительные. Это сюда. Нет, фирма хорошая. Сейчас мы ее проверим. Так ли это на самом деле. Потому что у меня было их куча всяких разных фонариков. Промолчу. Просто промолчу. Долго ничего не работало. Ладно, потом разберемся. Там функция фонарь есть, получается, вот освещение. Можно даже батарею убрать, пауэрбанк включить, и оно будет от пауэрбанка работать. Вот. Ну что? Давай. Да, как ты увидишь? Все, давай. Что-нибудь будем куштовать. Все, давай будем кушать. Всем скажем. Будем кушать, да? До утра. До утра. Ну, может, мы сегодня еще будем точить ножи. Сейчас перекусим, потом еще поточим ножи, а потом будем уж до утра. Так что давайте. Приятного аппетита.